Здравствуйте, товарищи! Вот мы видим историческая мастерская. Сегодня здесь неподалеку происходил памятный митинг 22 соковика, День Хатыни, День памяти геноцида белорусского народа. Мы немало уже обращались к обществу с пояснением, что геноцид советского народа неделим. Но я хочу сказать следующее. Я видел распечатанный с интернета удивительный материал, автор которого вот историческая мастерская. И там предлагается совершенно неожиданный ракурс посмотреть на гитлеровский геноцид. Там сообщается, что поголовное истребление людей, а сегодня, после того, как в России введены в общий оборот документы, которые буквально в самые последние годы стали известны. В частности, то, что очень четко Министерство сельского хозяйства Рейха работало с тем, что надо истребить 30 миллионов человек к востоку от Буга за первые же полгода, 3/4 года после вторжения в пределы советской страны. То есть это не был результат там как борьбы с партизанами или там военные преступления, вот может вот так не надо сурово, но все ж таки была война и прочие паскудные не мысли, а мысленки, имитация человеческих мыслей, которую всяческая разнообразная пятая колонна, нацистские недобитки и их духовные ученики, непосредственные наследники, пытались запускать, отравлять атмосферу белорусского общества. Так, мы говорим, что это был целенаправленный геноцид. Геноцид всех, кто тут живет. И, конечно, параноическая обсессия гитлеровцев истреблять евреев. Что за этим стояло, направляю моему ролику в интернете истоки сущностной ненависти нацизма к иудаизму. И вот из этой мастерской выходит новый ракурс. Давайте посмотрим на геноцид как на нарушение прав человека. То есть это буквально у здравомыслящего человека, когда он первый раз видит вот такое, у него просто отнимается дар речи. Но затем мы можем сформулировать простые вещи. Поголовное истребление людей не лежит в области тонкости юридических оценок. Какие по дороге к расстрельным рвам, газовым камерам и к тому, чтобы их разрывали живыми собаками или закапывали живыми, тоже был распространенный вид казни, но морили голодом. Вот, на Беларуси он меньше употреблялся. Мы знаем, что последнее перед своей трагической смертью стихотворение Янки Купалы как раз было посвящено информации, которую он получил из штаба белорусского партизанского движения. Дело в том, что сами нацисты за лопаты браться не хотели, а люди тут, решительно были не в состоянии закапывать живьем людей. И стихотворение Янки Купалы посвящено тому, как несколько белорусских селян, свезенных вместе с евреями к расстрельному рву, евреи выкопали ров, немцы приказали туда евреям прыгнуть, а белорусам засыпать. И никто не пошевелился, их расстреляли там вместе с евреями. Так вот, что изучение, какие именно права, вы знаете, нарушались по дороге к такой вот яме. Право на свободу передвижения, право на выбор меню, право на свободу политических собраний, организаций. То есть такие разглагольствования, они хороши для известного, почтенного научно-практического учреждения на Долгиновском тракте. И вот эти попытки, они не случайны. Это попытки выхолостить понятие нацистского геноцида от его сущности, когда нелюди, когда Содом, когда сатанисты поднялись против людей. В этом сущность нацистского геноцида. Именно это надо всячески затушевать. Почему не делим геноцид советского народа, также подробно объяснено в нашей серии, которая так и называется в Ютьюбе,
серия «Геноцид советского народа неделим». Сейчас не будем на этом останавливаться, но лишь подчеркнем, что вот это так называемое изучение так называемого Голокоста — это один из способов раздробить на мелкие мельчайшие частицы и, собственно, потопить сущность нацистского геноцида, как нелюди поднялись против людей, и, соответственно, надо изучать, как людей превращают в нелюдей. Это то, что надо изучать. И всяческие историки и историонщики, и историюшечки, которые подвязаются на этой почве, они делают все, чтобы отвести внимание от этого центрального вопроса. К своему изумлению, например, видел исследование, которым на полном серьезе в начале 2000-х годов некий белорусский историк, мужской род, он-то не обязательно, что это мужчина, мы говорим мужской, имея в виду и мужчин, и женщин, обращается к колхозникам пожилым Брестской области с вопросом, почему немцы не взлюбили евреев. То есть уже вот это юродствование, оно отводит взгляд от центрального момента. Как людей превратили в нелюдей, а нацистский геноцид — это нелюди, которые поднялись на людей. В этом сущность. И надо было спросить, как вы думаете, как немцы дошли до жизни такой, что превратились в нелюди? Вот тогда бы толково ответили колхозники Брестщины, Берестейщины. А на этот идиотский вопрос были получены соответствующие ответы, потому что, чтобы четко отвечать на этот вопрос, чтобы в землю провалился тот фактор псевдонаучный, который задавал этот вопрос пожилым людям, это надо иметь, естественно, политологическое историческое образование, которого не имели пожилые колхозники Берестейщины. И не случайно именно к ним она обратилась с таким вопросом, а не к людям, которые могли бы ответить так, чтобы оно провалилось сквозь землю. Теперь должен сказать, что в начале предыдущего десятилетия, тогда Христианский образовательный центр проводил международные межконфессиональные конференции в Минске, которые, к сожалению, были прекращены по причинам, которые сейчас не будем излагать. Весьма жаль, потому что это был настоящий форум традиционных сил. Всей Европы приезжали люди из Западной Европы дышать свободным белорусским воздухом. Священнослужители и светские люди. Вот. И из Христианского образовательного центра обратился ко мне какой-то человек, которому мы поддерживали близкие отношения. Говорит, что я могу сказать про идею изучать Голокост в белорусских школах. Я написал докладную записку. Смею надеяться, что с Божьей помощью у меня была заслуга, что эта бредовая идея не была принята нашим Министерством осветы. Дай Бог, чтобы и другие бредовые вещи, которые, да, им приняты на протяжении прошлого десятилетия были, тоже скосуют. Что такое слово Голокост? Оно означает жертва всесожжения. Это англо-греческое слово, которое создано для того, чтобы навести тень на плетень. Когда мы говорим о массовых убийствах, когда мы говорим о катастрофе евреев Европы, мы понимаем, что есть жертвы, есть палачи. Еще более важно, чем точно посчитать и описать, где какими зверствами и сколько было жертв, хотя, безусловно, описывать надо, но совсем не надо детям в средней школе изучать детали зверств. Намного важнее понять центральный вопрос, как людей превращали в нелюдей. Где это происходило, почему и какие социально-культурологические корни этого превращения людей в нелюдей. А когда мы говорим «жертва всесожжения», это ведь в конечном счете вообще-то что подразумевает? Ну, конечно, жалко еврейчиков, но, понимаете, так вот с ними сдарилось. А мы сейчас давайте на их костях попляшем, да еще посмотрим, как нам надо боронить драгоценную демократию. И вот измышленный на Западе день, значит, как они выражаются, Голокоста, он превращен в западных странах в день, когда поднимаются на щит всяческие половые извращения, жудостные, и это делается якобы от имени жертв нацизма. А что касается самих нацистов, то в этот день несут венки на кладбище Waffen-СС, разбросанные по всей Западной Европе, потому что советская пропаганда немножко привирала,
что все народы Европы только ждали, когда советская армия победит нацистов. Наоборот, массы добровольцев шли в Waffen-СС, чтобы заняться теми, кто живет восток. Эти изучения Голокоста, я считаю выражение Голокост по отношению к геноциду евреев, коль скоро мы говорим о евреях, это настоящее оскорбление. Это слово, которое признано скрывать суть явлений. Были жертвы, святые мученики, были люди, которые мужественно сопротивлялись врагу, и они не были жертвой всесожжения. И были палачи, опять-таки я говорю, прожектор, особенно сейчас, когда мы отстоим уже 3 поколения от тех событий, должен быть на палачей, как люди превращаются к нелюдям, каков этнокультурный и социально-экономический фон, на котором люди превращаются в нелюдей, в таких масштабах, в таких нелюдей. Это центральный вопрос гитлеровского геноцида. Естественно, мои единоверцы и все, кто так или иначе оказался связан исторически с иудейским, с еврейским народом. Естественно, у них многих людей может быть интерес к еврейской истории. Понятно, что истребление евреев нацистами является частью еврейской истории. Это уже вопрос специфических изучений, как я сказал, еврейской истории, которая совсем не предмет должен быть особого интереса других народов. Особым интересом всех народов должно быть, повторяю, как громадную массу людей превращают в нелюдей и в таких ультимативных нелюдей. Решите вопрос, Игорь Львович. Так. Вот смотрите, у всякого действия есть какая-то цель. Какая цель у этого вот действия? Подождите, я еще не закончил. К примеру, Украина является целью вот этого действия всего, вот этой вот пропаганды Холокоста. То есть идея подменять, да, идея подменять понятие. И прошла ли эта вся идея на Украине в полной мере? Собственно, да, то есть мы видим, как именно в свое время сказал Иосиф Виссарионович Сталин, когда ему сказали, как может быть, что вы в одну кучу валите левый троцкистский уклон и правый уклон, и, собственно, все те, кто сопротивлялись творческому и успешному и максимально быстрому построению социализма в Советском Союзе, потому что Иосиф Виссарионович Сталин четко сказал, в 1932 году 10 лет надо наверстать весь этот гэп, наше отставание индустриальное, военное, иначе нас сомнут. 1 года не хватило. Но, тем не менее, встали. Так вот, он сказал очень четко, пойдешь направо, пойдешь налево. Пойдешь налево, пойдешь направо. То есть, если ты соступаешь с прямого пути ясного здравомыслящим людям, который может быть очень тяжелый и кровавый местами, но единственный путь толковый, чтобы выжить, защитить существование, защитить все, что дорого, начинаешь вдаваться в умствования, во всякие построения, то демократические, то супер там коммунистические, ты идешь направо, пойдешь налево, пойдешь налево, пойдешь направо. И когда переносится акцент с того, как люди превратились в нелюдей, что эти нелюди творили, начинается Холокост, и приходят к тому, что, собственно, те, кто непосредственно, да, своими кровавыми нелюдскими лапами, я не люблю слово звериные, звери, братья наши меньшие, да, как бы мы вот уважаем и домашних животных, которыми питаемся, и от диких зверей польза есть, да, вот эти нелюди так убивали евреев на Украине, всяческие нацистские формирования, и они объявлены героями, параллельно с тем, что, конечно, там, да, они расскажут, как они изучают Холокост, которые это вообще изучаются тоталитарные режимы. Тоталитарные режимы – это те, кто победили нацистский рейх, а нацистский рейх, взросшенный англосаксонским капиталом, как нам великолепно показывает в своей серии «Кто убедил Гитлера нападать», публицист и историк немножко российский Стариков, так, там он красиво объясняет. Да, вот с них перенести прожектор, а измышления вот этих, значит, тоталитарных режимов. Тот, кто победил вот этот объединенный
Содом, который атаковал тех, кто к востоку от Буга, вот они должны быть бяки. И именно так мы видим удивительное явление современного того, что происходит на территории бывшей УССР. И, соответственно, оттуда выросла совершенно дикая для любого здравомыслящего человека, естественно, для здравомыслящих единоверцев моих, которые, конечно, большинство подавляющее, но, как мы знаем, что семей, контролируемых Содомом, там как раз здравомыслию не дается, да, никакая. Вот, значит, явление, как они сами себя окрестили, значит, жидо-бандеровцы, то есть люди еврейского происхождения, того или иного, и даже суцельного, они заявляют, что они поддерживают нацистский режим в Киеве, они поддерживают нацистские батальоны, которые все буквально испещрены вот этой самой символикой, которую носили нелюди, истреблявшие, да, массы евреев, но не только, католиков на Волыни и всех, кто не понравится, а главной жертвой любого оголтелого шовинизма всегда становится тот народ, и это важно нам помнить и зарубить на носу, который объявляется, что вот от его имени действует. Потому что тогда сразу начинают людей делить на правильных и неправильных. А неправильным, соответственно, значит, места не должно быть. Вот это то, что нам надо понимать в контексте нацистского геноцида. Все попытки использовать иностранные слова, вот эти такие двусмысленные, игривые, и перевернуть с ног на голову, вместо того, чтобы рассказывать о том, как были насквозь извращенцами верхушка нацистов и те, кто были у власти, придя к власти в Рейхе, как они перерезали тех, кто их к власти привел. И оба лагеря были извращенцами поголовно. И эти объявили тех извращенцами, вместо того, чтобы вот эту реальную историю преподавать. И опять-таки выяснять вообще, как массу людей превратили в нелюдей и каких нелюдей, начинается игра словечками. Права человека. Давайте посмотрим, как ограничивалось право на свободу перемещения и свободу слова. Те, кто были обречены к ужасной смерти через пару часов или через пару месяцев. Давайте не будем говорить о нацистском геноциде. И коль скоро мы говорим о жителях нашей земли тут, геноциде белорусского народа, коль скоро мы говорим о древнем иудейском еврейском народе, о геноциде евреев, о геноциде советских военнопленных, оно все пересекалось. Так, давайте придумаем Голокост, да начнем изучать Голокост. А изучать будем по тем программам, которые нам Сорос через Соросят валит сюда. Я немножко приписываю себе в заслугу, что главное, как моя жена, да хранит ее Всевышний, защищает, выражалась в те годы, голокостница, главная голокостница Беларуси, она вообще эмигрировала из Беларуси после того, как обломался этот проект преподавать Голокост в белорусских школах. Это был, значит, грантопроект, грантососный такой. И думали, что он станет государственным. Соответственно, тогда будут большие гранты, большой распил. Но обломались. И она эмигрировала в Германию. Ну, на родину, так сказать, Голокоста, там, где и, собственно, подобает быть. И дальше продолжать изучение Голокоста. А мы должны помнить, как люди превращались в нелюдей, что они творили тут, на нашей белорусской земле. И это дает нам правильные проекции и на сегодняшний день. С Божьей помощью защитим Беларусь. Вечная память жертвам, вечная память и слава героям, победившим нацизм и сопротивлявшимся нацизму. Вечный позор убийцам, их пособникам, их преемникам и их духовным нащадкам сегодня. Как вы относитесь к тому, что отдельный стенд в Музее Великой Отечественной войны посвящен Холокосту? Там наоборот, то есть, как наоборот, там вообще практически ни слова нету о геноциде евреев, самый минимум. Там употребляется вот этот термин «Холокост», ну, у нас выговор белорусский, мы латинское это «аш» произносим как «г», да, я говорю «Холокост», так. Вот, значит, якобы ему посвящен стенд, на самом деле там ничего нету. И вот независимый исследователь Александр Степанович Плавинский, он великолепно в своей серии, посвященной обновленческому духу в Музее Великой Отечественной войны,
останавливаться на этом моменте. Ну, коль скоро вы задали этот вопрос, необходимо помнить, что вопрос того, как белорусский народ, проявляя массовый героизм, люди всех конфессий белорусских, спасали людей от истребления и спасали евреев, бежавших от нацистского убийства в лесах, в деревне, знакомым. Массовость этого явления, она не была изучена и освещена в годы советской власти по различным внутриполитическим, в основном внешнеполитическим соображениям. И она должна быть изучена сегодня. Поэтому говорить о том, что некий иностранный институт, который самозваным образом объявляет себя хранителем памяти жертв гитлеровского геноцида, в иностранной стране выдал сертификат 700 там с чем-то праведникам Беларуси. Это полная ерунда, потому что это был массовый героизм всего белорусского населения. На одной из межконфессиональных конференций, которые я упомянул, я говорил об этом, что это был действительно массовый героизм. И сегодня, когда мы немножко некоторые табу советского времени нас не обязывают, мы должны сказать, что народ, живущий тут на белорусской земле, очень отметен был в плане массового самопожертвования и готовности людей ставить в кон и свою жизнь, жизнь своих семей, чтобы спасать тех, кого решили истребить только за то, что они родились. Мы должны сегодня, пока еще с нами поколение внуков, они еще как бы все крепкие, хорошие, внуки тех, кто это делал, собрать максимум свидетельств, и они должны быть занесены в золотую книгу, и этим должны заняться белорусские историки. Но пока их определенная птица не клюнет в определенное место, мы тогда вот сейчас, группа независимых исследователей, активистов ценностного патриотического гражданского общества, начинаем эту работу. С Александром Степановичем мы запустили серию фильмов в интернете «Белорусский народ праведников». Будем освещать то, что известно из публикаций документов, и параллельно начинаем сбор вот этих свидетельств внуков о том, каких деды и бабки шли на самопожертвование, на самоотверженность, чтобы спасать евреев. Фактически не было вёски на всей Беларуси, где бы на протяжении этих страшных долгих лет оккупации не предпринимались те или иные попытки людьми спасать евреев в годы нацистской оккупации. Этому подвигу белорусского народа должна быть посвящена отдельная золотая книга, и мы начинаем сборы помощи ее писать.